Здравствуйте, уважаемые телезрители! Летний эфир продолжается. С вами Власий Сергеев. В преддверии начала нового учебного года, в связи с этим, на прошлой неделе в этой студии мы подняли вопрос о том, чем же можно занять ребенка в свободное от учебы время, и посоветовали записаться на мини-футбол. Но согласитесь, бегать за мячом – это больше дело для мальчиков. И сегодня в этой студии мы предложим один очень интересный вариант для девочек. Недавно в Якутске открылся филиал международной художественной школы «Русский балет». И у нас сегодня руководитель этой школы Наталья Георгиева. Наталья, здравствуйте. Ну что ж, мы знаем, что данная школа работает в более чем 50 городах России и стран зарубежья. С какой целью открылась школа в Якутске и что может предложить ваша школа самым маленьким любителям физической активности? Ну, во-первых, хотела вас поблагодарить за приглашение, очень приятно. Наша школа открылась в Якутске чуть больше месяца назад. На сегодняшний день у нас функционируют две группы. Мы их набрали, они работают в тестовом режиме, то есть мы набрали деток, постепенно понимаем, как нам наладить свою работу, то есть девочки начинают постепенно осваивать азы хореографии, и школа у нас хореографическая, но основное направление мы делаем на балет, то есть само название говорит за себя – русский балет. Цель наших занятий – дать ребенку гармоничное развитие. То есть помимо того, что сама хореография и классическая хореография дает детям возможность физически развиваться, да, это и осанка, это и растяжка, это и выносливость, и умение быть терпеливыми, умение слушать педагога. Помимо всего прочего, это еще и эстетическое воспитание. Дети на занятиях занимаются под классическую музыку, соответственно, развивается музыкальный слух. Они слышат, с 3 лет у нас занимаются и слышат эту музыку, приобщаются к искусству. Мы планируем водить детей на спектакли нашего театра оперы и балета замечательного. Поэтому здесь мы совмещаем два очень полезных фактора. Это физическое развитие и эстетическое воспитание, что очень важно. Когда, допустим, родители сомневаются, куда же отдать ребенка лучше, в какой-то кружок художественный, там, может быть, творческий, либо все-таки на что-то физическое. Совмещает два очень А в данной ситуации мы можем и то, и другое совместить, что очень в наше время, когда всем некогда, это очень удобно. Ну, действительно, ребенок, очень хорошо, что ребенок будет развиваться не только физически, да, но и духовно, культурно. Ну, чтобы достичь этого, нужна же, наверное, очень серьезная программа, методика. Мы знаем, что ваша школа вот работает совместно с главным центральным офисом, и у вас составлена очень серьезная методика, над созданием которой вот работали ведущие психологи и хореографы. Вот можно об этом подробнее? Да, конечно, наша методика распространяется на работу всех школ. Все школы обязаны соблюдать эту методику. В чем ее нюанс? Да? Понятно, что классическая хореография, она на то и классическая, что здесь не убавить, не прибавить. Уже все давно, еще балет известен с 17 века, и, конечно, мало что изменилось на сегодняшний день. Но при этом главной задачей наших педагогов, методистов и психологов было помочь адаптировать основы хореографии детям. Потому что само по себе это, конечно, достаточно скучно и трудоемко, это большой труд, растяжка, быть внимательным. Где-то, может быть, болевые моменты, ощущения какие-то бывают там при стретчинге. Но именно психологи в данной ситуации потрудились над тем, чтобы преподнести это все в интересной форме. То есть девочки на занятиях, основы хореографии, они перекликаются с играми, с какими-то танцами игровыми, с элементами. Достаточно весело. Опять же, есть момент мотивационный. Все дети у нас там получают наклейки на уроках, потом собирают их, обменивают их там на фигурки и так далее. С сентября у нас появится еще развитие вот именно мотивационной части, оно еще дальше шагнет. Мы чуть позже, наверное, с вами коснемся. Но в общем, самое главное – это дать детям возможность не соскучиться на уроках, дать им возможность развить у них желание к тому, чтобы не просто заниматься хорошо, но еще и возвращаться вновь и вновь, полюбить педагогов и полюбить балет.
Ну, то есть ребенок, чтобы фокусировался на тренировочном процессе, и как бы ему не было скучно. Совершенно верно. Да, а вот все-таки очень нежный возраст, мы знаем, что набираете детей от 3 лет. Да. Вот, расскажите, вот сколько возрастных групп и вот вообще сколько сейчас детей занимается в данный момент? На сегодняшний день вообще методика школы, она предполагает обучение детей от 3 до 12 лет. В каждой возрастной категории ставятся свои задачи, но пока что у нас функционируют 2 группы в возрасте от 3 до 5 и 3-5 и 5-7 лет. Но с сентября мы планируем расширяться, когда люди вернутся из отпусков, каникулы закончатся, все активно начинают подбирать себе какие-то занятия, и у нас уже будет 5 групп, из них 4 – это дошкольный возраст, и 1 группа – это младший школьный возраст. Вот, тогда уже планируем там набирать до 60-70 детей. Сейчас у нас пока занимается чуть больше 20 девочек. В связи с тем, что одним из основных моментов нашей методики является то, что мы работаем только в малых группах, то есть на одного хореографа у нас приходится не больше 8 детей. Дети, совершенно верно вы выразились, возраст очень нежный, они еще, некоторые даже не ходят в детский сад, не знают, что такое общение со сверстниками, там, с педагогами, что кто-то, кроме мамы, говорит им, что им делать, что им выполнять. Поэтому педагогов на занятии минимум 2. И это позволяет уделить внимание каждому ребенку. То есть это не тот момент, когда в группе 30 детей и 1 хореограф, который не знает мало того, что как дисциплину поддержать, так еще и тем более уделить внимание каждому. У нас на уроках детям уделяется внимание каждому, и причем в достаточной мере. Поэтому все они чувствуют заботу, и, соответственно, родители тоже довольны. Ну, мы вот заговорили, собственно, о, скажем так, тренировочном процессе, да, об обучающем, правильнее будет сказать. У нас есть, дорогие друзья, прекрасная возможность сейчас увидеть, как же работает школа, международная хореографическая школа «Русский балет» в Якутске. У нас сегодня в студии вот воспитанницы этой школы и хореографы. Давайте посмотрим отрывок из тренировочного процесса, из обучающего процесса. Приглашаем вас в центр студии. Ну что ж, у нас дети готовы. Сейчас хореографы отдадут нам команду, и мы насладимся выступлением будущих звезд балета. Это кусочек урока.
что ж, дорогие друзья, давайте поблагодарим педагогов и воспитанниц нашей школы. Действительно, ребята не побоялись, девочки молодцы. Если бы это была не студия, а сцена, я думаю, мы бы услышали просто грохот аплодисментов, да? Ну что ж, поздравляем девочек с дебютом, спасибо вам большое. Ну а мы с Натальей продолжаем нашу беседу. Мы говорим о том, что о методике, да, о работе специалиста в вашей школе. Мы знаем, что все контролируется с центрального офиса и даже проводятся так называемые вебинары, то есть на дистанции, дистанционно консультируют, следят за работой специалистов. Вот об этом можно подробнее? Да, и, во-первых, хотела небольшую ремарку сделать по поводу того, что мы сейчас показали. Мы показали намеренно именно часть урока, то есть чтобы было понятно, как это проходит, в какой форме. То есть на занятиях все происходит именно так. То есть когда дети что-то выполняют, их обязательно педагоги поправляют, обязательно показывают, как правильно, чтобы ни одна минута не была потрачена зря. То есть чтобы дети без конца, то есть столько, сколько нужно, до тех пор, пока они не научатся это делать правильно, педагоги будут с ними это отрабатывать. Теперь, что касается обучения. Действительно, все наши педагоги обязательно перед тем, как приступить к работе, они проходят обучение в нашем методологическом центре. Наталья, к сожалению, время у нас эфира подходит, близится к концу. Мы надеемся, что в вашей школе в связи с наступлением нового учебного года запишется очень много детей. Дорогие телезрители, вы все видели, как это красиво и изящно записываетесь в школу. Смотрите летний эфир, а мы вернемся через небольшую рекламу. Поговорим о велоспорте, о пользе такого замечательного средства, как велосипед. Летний эфир продолжается, и в этой части нашей передачи мы поговорим про велосипед, транспортное средство, которое не только экономит ваши деньги, но и благоприятно сказывается на вашем здоровье и физическом состоянии. Говорить об этом мы будем вместе с заместителем председателя Федерации велоспорта Республики Саха-Якутия по средствам массовой информации Андреем Поповым. Ну и как мы знаем, достаточно часто случаются случаи кражи, и о безопасности мы будем говорить с начальником отдела управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия с Алексеем Журавлевым. Добрый день. И сразу начнем беседу с Андреем. Андрей, мы знаем то, что велосипед, да, очень популярное средство передвижения во всем мире, и для некоторых это является просто средством передвижения, но для некоторых это образ жизни, как, например, для вас. Что же для вас такой велосипед, и как вы вообще пришли в мир велоспорта? Вообще велосипед, он в первую очередь улучшает самочувствие человека, также является транспортом идеальным. То есть у нас в городе, если посмотреть на трафик, особенно летний, там не продышаться, везде пробки, а на велосипеде можно за короткий промежуток времени перемещаться по городу вообще очень быстро. Ну и для меня главная мобильность, много дел успевать надо. И велосипед в этом плане считается идеальным транспортом. В теории можно даже ездить быстрее, чем на автобусе на велосипеде. Не только быстрее, чем на автобусе, но и быстрее, чем автомобили. Сейчас у вас сколько велосипедов? Наверное, много? У меня тренировочный велосипед, который сейчас в студии стоит. Также есть гоночный кросс-контрийный и гоночный шоссейный. Сегодня вы принесли с собой один из ваших велосипедов. Расскажите об этом велосипеде. Что же он из себя представляет? Велосипед, получается, двухподвес, Cannondale американский. Такие велосипеды, их очень мало в Якутске. Они и с передней подвеской, и с задней. Такие велосипеды, их лучше либо покупать за рубежом, в городе их не взять. Если вы покупаете из города Якутска велосипед, то лучше все-таки Hardtail брать, потому что те велосипеды двухподвеса, которые в Якутске продаются, они декоративные. Там один только амортизатор задний стоит где-то 20-25 тысяч. Так что вы покупаете двухподвес, и он у вас рассыпается.
Ну, заговорили мы о стоимости, да, некоторых деталей, и вопрос к Алексею. Мы знаем, что, к сожалению, лето у нас сезон не только, ну, выезда велосипедистов, да, но и краж. Вот как сейчас обстоит ситуация вот, с этим вопросом? С начала года на территории города Якутска зарегистрировано порядка 70 преступлений, связанных с хищением велосипедов. Ну и около половины, 34 преступления раскрыты на сегодняшний день. Но если касаемо марок велосипедов похищаемых, то разделения такового нету. Похищают в основном спортивные, горные, вот, подобные велосипеды. Ну, по деталям, как Андрей сказал, там дорогие детали. Ну, не всегда злоумышленники похищают. Большая редкость, что похищают определенные детали от велосипеда, но факты имеются все равно. Ну и, конечно, после такой статистики, кстати, очень хорошо, что половину нашли, да, счастливые хозяевам вернули велосипеды. Давайте поговорим о том, как же обезопасить себя от кражи вот велосипеда. Вот мы видим то, что у нас на тумбочке лежат средства защиты. Андрей, расскажите, пожалуйста. Ну, вообще мы сюда принесли два вида замков. Самые дешевые, это получается тросовые. Тросовый замок бывает на кодовом замке и на ключе. Ну, как бы оба варианта, они не так хорошо защищают в плане того, что их очень легко сломать. Ну, там, как бы... Перекусить даже садовыми ножницами, да, в теории? Да, Да. то есть, если вы покупаете велосипед и не хотите, чтобы у вас украли велосипед, то лучше все-таки посерьезнее защиту взять. Для этого есть два вида тоже замков. Это, Более надежный. да, это вот такой вот, ну, как бы стандартный. Специальный велосипедный замок. Да, специальный велосипедный замок, который очень крепкий, его невозможно прокусить ничем. Вот можете подержать. И есть цепь. Цепь, она тоже довольно-таки надежная. Ее тоже сложно прокусить в плане того, что каленая цепь антивандальная. И как бы, ну, все равно, как бы стопроцентной защиты от краж нет. Поэтому, если вы оставляете велосипед, то лучше его все-таки заносить дома, ну, домой. Статистика была в прошлом году, то, что 95 краж всех велосипедов, они именно из подъезда. И зачастую воруют велосипеды соседи там, или родственники соседей, там, знакомые. Так что лучше все-таки домой заносить. Если такой возможности нету, то можно на балкон, либо купить специальный крепеж на велосипед, либо такие вот для полок есть же уголки. Да. Их можно замотать изолентой, повесить и туда наверх. То есть вы приходите, заходите в прихожку, и там наверху уже стульчик ставите, вешаете велосипед. Очень как бы просто, места вообще не занимает. Ну, если же все-таки свой велосипед от велоугона защитить не удалось, Алексей, какие действия нужно сразу предпринимать? Ну, в первую очередь, конечно, обращаться в полицию и желательно найти фотоизображение своих велосипедов, либо, если у вас нет фотографии, найти точно такой же велосипед в интернете, ну, по крайней мере, на интернет-сайтах. Просто изображение, да? Да, чтобы сотрудники могли ориентироваться, какой велосипед искать. И документы, потому что на многих велосипедах сейчас на раме имеются номера рамы, что позволит, в принципе, сотрудникам правоохранительных органов сориентироваться и быстрее найти велосипед. Ну, так сказать, мы ориентируем, кого сможем, наружные службы, велопрокаты, если вдруг им будут предлагать приобрести похищенный велосипед, уже будет легче работать и искать. Да, кстати, Алексей, такой вопрос, который интересует многих велолюбителей. Конечно же, всегда было такое понятие, как купить с рук. В таком случае, конечно же, документов не имеется, да, то есть я передаю денежные средства, за это получаю велосипед. У меня документов нету. Что делать, если вот украли такой велосипед? Ну, я еще раз говорю, если покупаете велосипед, вы, наверное, знаете, какой велосипед вы покупаете. Прежде чем купить велосипед, наверное, читаете, ознакомливаетесь, соответственно, вы уже знаете, так сказать, что у вас имеется или вы приобрели велосипед определенной марки, определенной высоты, там, ну, определенные есть черты. Размер рамы и так далее? Размер рамы, да, и на будущее иметь, ну, знать, если вас его похитят, естественно, у вас документов не будет, но вы можете также, если вы приобрели его, найти на нем номер рамы и уже все это прекрасно знать, записать, где-то зафиксировать, сфотографировать, и будете, так сказать, можете дать полную ориентировку, описание своего велосипеда с особыми приметами. Ну, Андрей, лично вы вот
как защищаете свой велосипед от велоугона, вот помимо вот прочных цепей? Ну, ношу велосипед домой. То есть прямо в квартиру? Но, Или кладовка есть? ну, на балкон зачастую. Мгм. Там балкон как бы застекленный тоже. Да, и давайте вот сейчас, Андрей, поговорим с вами о том, а как же правильно себе подобрать велосипед на примере вот вашего железного коня. Давайте пройдемте к велосипеду, Андрей, я вам предлагаю. Вот ваш велосипед, и давайте его начнем с самых азов, да? Вот приходя в магазин, на что в первую очередь стоит обращать внимание? Ну, в первую очередь нужно на ростовку обращать внимание, потому что если она слишком маленькая, у вас будет уставать спина, то есть остеохондроз, потом у вас будут согнуты колени, это тоже как бы ревматизм, ну, как бы такие негативные последствия могут быть. Если слишком большая ростовка, то, в принципе, это не так критично, но, с другой стороны, вы будете больше уставать, если в горки будете подниматься. А так, по городу, либо ездить в походы на большой ростовке, в принципе, нормально. Ну а так, в идеале, конечно, свои ростовки выбирать. Когда вы, допустим, встаете на велосипед, то у вас должно какое-то расстояние быть. Если у вас вплотную рама стоит, то как бы это уже неправильно. Ну, велосипедная рама вам уже большая. Ну, как бы, с другой стороны, это не очень критично. Если вы не участвуете в соревнованиях, а просто ездите по городу, либо в походы, то большая ростовка, получается, расстояние между колесами выше, и все кочки, они меньше чувствуются. Ну, вот мы говорим о ростовке, наверное, многие любители, велолюбители знают то, что там на раме же изображается, да, 16, 17, 18. Если говорить о ростовке, вот, что означают эти цифры и как правильно подобрать вот, размер рамы? Ну, до 1,70 м примерно нужна рама 16, если это 26 колеса. Если это 29 колеса, то нужна рама где-то 14-15 ростовка. Если это рост 1,75 м, 1,78 м, то тут М-ка, это 18 рама. Если это 26 колес на 29, это 17 рама. Ну и как бы чем дальше, тем выше рама. Также нужно обращать внимание на покрышки, потому что многие покупают велосипед, и у них как бы агрессивные покрышки, и они потом жалуются, что очень трудно крутить педали. То есть обращать внимание, да? Вы можете дополнительно купить покрышки, если вы купили все-таки с такими покрышками. Это будет экономить вам силы, энергии, то есть вы будете ездить на работу, там с работы и меньше уставать будете. И как бы... А так, если с тяжелой резиной катать, конечно. Но я вот этот велосипед у меня тренировочный, поэтому я сюда максимально агрессивные покрышки ставлю, чтобы тяжело было крутить педали. Ну, Как бы тяжело в учении, легко в бою. то есть такие большие агрессивные протектора, они как бы гасят инерцию за счет этого, да, вот нагрузки За увеличиваются. счет этого тяжело крутить педали, но... Ага. Но с другой стороны, как бы тренировка, если вы хотите потом хорошо ездить на велосипеде быстро, то можно агрессивные покрышки ставить. Но большинству людей это не нужно. То есть, по большому счету, если передвигаться по городу, то нужно брать городской велосипед. Но у нас вот во всех магазинах продают именно горные, по причине того, что, видимо, дорог нет в России. Поэтому люди берут такие велосипеды. Ну, с другой стороны, такие велосипеды, на них комфортно кататься, то есть тело меньше устает. Учитывая эти- то, что у нас бордюров очень много в городе. Да, все эти кочки. Ну, кстати, велосипед – это участник дорожного движения, и нужно все-таки